Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Я на днях находился в городе Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки. Побывал в самом городе Нью-Йорке, городе Хадсон, штат Нью-Йорк, и городе Трентон, столице Нью-Джерси. Путешествие было очень обильным, радостным. Получил много впечатлений, много радости от этого. Немножко отвлекся от злободневных тем, но, к сожалению, наша жизнь такова, что когда приезжаешь обратно к себе домой, приходится констатировать, который что-то не хотел бы. Я в Нью-Йорке как-то ходил по улицам, и какая-то семейная пара индийская с ребенком я встретил, и вдруг вспомнил фильм, вот этот вот «Капхи Хоши Хапхинга», и печали, и в радости. Там была очень эмоциональная сцена, где мальчик в своем школе, когда вместо того, чтобы спеть английский, вот эту песню, чтобы свою мать обрадовать, спел гимн Индии, так как он родился в городе Лондоне, Великобритания, и мать очень переживала, что сильно потеряет свои корни, станет англичанином. Но вот эта сцена, я сейчас вам хочу это показать, это не просто так, потому что есть тема патриотизма и пропаганды, какая между ними грань. И вот я хотел бы показать вам на примере, где патриотизм, а где пропаганда. Имейте в виду ингушка. То же самое, точно такой же парень, мальчик в городе Москве на Красной площади. Там его окружали еще 4 таких же подростка. Они взяли флаг в руки, ингушский флаг, и спели гимн Ингушетии. И вот я вам хочу показать на двух примерах патриотизм, где бывает патриотизм, а где присутствуют нотки пропаганды. Сейчас сейчас мы посмотрим сцены из фильма, где маленький мальчик посвятил этот гимн своей матери. Сестра, предупреждаю, держи себя в руках. Уже и так жаловались. В прошлый раз на этом же празднике вы устроили большой спектакль. Клише выступает очень мило, но что в этом такого особенного? Нет необходимости быть на высоте. Помолчи. Строишь из себя англичанку. А вы, пожалуйста. Тихо. Мой сын выступает. Один раз можно свистнуть-то. Нет, нет, только не свисти. Один. Нет, Один. нет. И открывает наш праздник прекрасная мелодия до ре ми. Солирует Криш Райчан. Да! О, боже, ну что с ней делать? Не знаю. Прошу тебя, сядь. Что ты? Криш! Криш! Как прекрасно выглядит мой сын. Весь в тебя пришел. Да. Мой сладенький. Сладенький. О, боже, оберегай моего сына. Твой сын выступает на сцене, а не идет на войну. Пожалуйста. Пожалуйста. Что пожалуйста? Это для тебя, мама. Мой сыночек. Мой сыночек. И мой тоже. Пой свое до ре ми.
Пиши. Ты бесподобен. Спасибо, тетя. Не зови меня тетей. Хотя бы не здесь. Ну хорошо, скажи. Немножечко наверняка нервничал. Да, немножечко было. Но кое-кто мне что-то сказал, и потом все стало нормально. Правда? Что сказал? Одну минутку. Если хочешь кем-то стать в жизни, или что-то обрести, или победить, то всегда слушай свое сердце. А если не получишь от него ответа, То, закрыв глаза, произнеси имя своих родителей. А потом увидишь, что ты сможешь добиться любой цели, любая трудность станет преодолимой, победа будет твоей, только твоей. только твоей. Здорово. Хороший совет. А смотрите, там написан гимн Ингушского полка Дикой дивизии. Смотрите, видите, сейчас я вам объясню, почему. Ну, как вы видите, самое вот последнее видео я поставил маленьким фрагментом. Типа оно песня, гимн Ингушского полка Дикой дивизии. Вот этот парень сам Абдул-Гафур Аушев, такой, можно сказать, как у нас и Юсуп Алиев, точно такого же возраста, он начинал. И вот этот известный парень, я видел, я-то думал, многие ингуши, типа ингушские патриоты, вот я вот это имя, вот это Гафура, Абдул-Гафура Аушева видел где-то в комментариях. Там их несколько имен, я-то думал, взрослый какой-то мужик, писатель, поэт, я не знаю, кто там. Оказывается, маленький мальчик, этот его отец таскает его для вот этой пропаганды, везде таскает. И вот чем отличается пропаганда от патриотизма? Вот сам парень вот стал бы между двумя вот этими парнями на национальном, вот это, он же может же петь, он мог бы вот так стать без этого флага, вот на Красной площади спеть песню ингушских. Вот многие, я видел чеченских роликов, много во Франции, во других странах сняты ролики чеченцы, про чеченских, таких же, как он, мальчиков. Вот это, после вот этого, видите, маленький мальчик не двигается, вообще стоит вот это, пропагандистских целях. Вот такие ролики они очень много снимают. Ничего страшного нет в том, что молодые дети должны знать гимн своей республики. Но это странно, что вот она вот так возведена какая-то вот это. И вот я, когда вот этот ролик увидел, я ничего в этом они шел, думаю, поют гимн, ну, ингушский флаг, да, он немножко напрягает, зачем его поставили, тоже непонятно. Если они бы просто так спели бы, и так понятно было, что это ингушский гимн, и просто нет смысла флаг
выпячивать, ну просто выведу, думаю, ничего страшного. Ну, когда я вот этот Абдул-Гафур Ауш, это мальчик, начал петь гимн Ингушского полка «Дикой дивизии», я тогда понял, это пропаганда. Это вот у них вот так. Они заметно зомбируют своих детей. В школах, скорее всего, учат, как в Советском Союзе этот гимн СССР учили раньше дети. Даже до сих пор я не знаю, это гимн СССР и не обязан. Даже гимн Чечено-Ингушской СССР тоже на русском, чеченском, ингушском был. Только я запомнил слова на русском, и то этот один куплет я знаю. А вот у этих детей с самого рождения, вот у них вот это, и прийти на Красную площадь спеть. Если вот не было бы вот другого вот этого гимна, вот этой «Дикой дивизии», можно было подумать, что да, ну пусть поют. Можно этот гимн спеть Назране, вот это не понятно. Патриотизм за предел. Вот я понимаю, если они во Франции, Страсбурге, или в Германии, Берлине, вот где-то живут за границей, и они живут в одной стране, приехали, или там живут, это в Москве, там нет смысла, когда ты живешь массово, вот это, когда ты эмигрировал, ты находишься на чужбине, это другое. Это, конечно, это поднимает патриотизм. Именно патриотизм, не пропаганда. Вот поэтому я, почему вот этот индийский ролик, который маленький мальчик Криш, живущий в Лондоне, посвятил для своей индийской матери, гимн своей Индии, а вот этих молодых ребята, мальчиков, которые на Красной площади вышли, и кому они это посвящают, вот непонятно. Отцу, матери. Вот это вот есть грань между патриотизмом и пропагандой. Вот я вам хотел об этом немножко показать, поэтому вот так получилось, что решил вам показать. Ну вы меня, вот я сидел, иногда в гостинице сижу вечерами, потому что разница была во времени, я не мог уснуть. Я мог бы, конечно, там снимать эти ролики, потом я подумал, нет смысла, потому что я приехал в город Нью-Йорк, не обследовать Ингушетию. Я лучше обследую это Америку. Когда я приеду домой, вот там буду обследовать это Ингушетию. И вот это, хотя и маленький пример, вот оно так зомбируется. Я потом сегодня тоже думаю, давай я снова, когда раньше я смотрел, когда в 2018 году, вот этот ингушский митинг, может, я сейчас, раньше я это видел, у нас же тоже эти митинги были, и для меня вот казалось естественно, что люди вышли, может, им так кажется, что это несправедливо, хотя я так не считаю, но вот таким углом я это считал не так сильно, хотя обидно, и неприятные вещи, они в городе Магаз на этом митинге в 2018 году говорили про чеченцев, но все равно как-то бывает самозасна, вот думаю, хотя и заблуждаются, но они же, это естественно. А потом я через года, после того, как я узнал, что такие ингуши, что вот это, я включил вот этот, не поленился, целый час смотрел, в глаза их нужно смотреть, когда они выступают, когда они говорят, у них глаза, вот это, нет искренности, они знают, что они врут. И как-то нет, бывает человек, искренний человек, вот, смотрит тебя в глаза какой-то блеск, и вот он вот, не какие-то опущенные глаза, какой-то как будто бы зачитывает, что он обязан так говорить, вот это, и сразу бросалось в глаза, что ингушин знают, что это участок земли никогда их не было, никогда в составе это не входило, только в 2009 году они включили, и вот они-то знают это, все эти, вот это, и странно было, вот женщины на площадях, вот это ночью стоят, вот это, вот какой у нас в Грозном, во времена Ичкерии постоянно были митинги, ну вечером,
все уходили. Все уходили, потом рано утром со всех вокруг города Грозный сел обратно пешком приходили. Вот так было. Ночью мужиками, женщины, они находились. И вот это ночью я это не так раньше, это бросалось в глаза, взрослые женщины с какими-то мужиками на площади стоять. Вот, знаете, они это знают, вот, каждый человек знает, вот, что их, что не их. И вот знаешь, что это не их, это никогда не было их в составе. И вот этот пригородный район я понял, потому что когда-то они там, вот этот, а то, что не было никогда, просто кто-то включил, почему-то они не включили Ставропольский край в состав Ингушетии. Почему-то вот этот пригородный район, который их, они так считают, не включили. А почему-то, когда шла Чечня война, контртеррористическая операция, вот они клочок чеченской земли, Галанчевского района, включили в свой состав. Вот такие патриоты, они ингуши. Вот это патриотизм, мне кажется, они искренние, это пропаганда. И детей своих зомбируют, им молодежь сейчас вот это днями, ночами не спят, придумывают всякие сказочки. И вот это, и самое главное, вот это, я не хочу, я, честно слово, отвращение от этих разговоров, потом я не могу себя чувствовать очень плохо. Вот такие они молодцы, патриоты, ингуши. Почему-то вы на Зране так не ходите, почему нельзя было на Зране эту песню спеть, тоже непонятно, в Москву приехать. Знаете, в состав Москвы ходит 88 объектов, и вот нет смысла на Красной площади, это твоя столица твоей страны, там находиться и петь патриотические ингушские гимны, не знаю, флагами, без флагов. Вот да, если ты жил бы в Анкаре, это смысл имело выйти на площадь Стамбула и спеть это, или в Париже, или в Нью-Йорке, где ты находишься за пределами своей исторической родины, ты, конечно, детей воспитываешь в духе своего народа, традициях. Вот странные люди, конечно, эти ингуши. Я не удивляюсь, я не удивляюсь вообще. Шок, это сказать, это легкая вещь. Мастера вы. Вся ваша деятельность в одном непонятном русле где-то. Вот вместо того, чтобы заниматься собой, своими проблемами, обсуждать своих этих казнократов, бюрократов, махинаторов, вы всю свою деятельность, все эти общественники, все блогеры, все тут Чечня, фокус у вас Чечня, и каждая мелочь там разбираете, мало того, что разбираете, там нет ничего такого, блогерства, вот я тоже сижу и обсуждаю вас, оно не запрещено, вот именно в пропагандистских целях оскорблять соседний народ, унижать его достоинство, унижая достоинство другого народа, прибавляя в себе вот эти пункты. Вот у вас ничего нет, даже этот флаг ваш 30-летний этого. Самая молодая республика, самый маленький регион России. Вот это не мои слова, это слова всех блогеров России, которые к вам приезжают, они так и говорят. Самый маленький регион России. И самый малочисленный народ. И история, знаете, она не может быть великой. Она не может быть громадной, если ты в каких-то ущельях жил. И в никаких подвигах не участвовал. Резюме своего никак нигде не показывал, когда нужно было. Ни капли крови за свою Ингушетию, если ты не
проливал. Вот я плохо себя представляю, тувинцы пришли бы в Москву вот так бы. Вот так вот. Очень плохо. Удмурты или, я не знаю, якуты. Вот странно, почему вы, у мужчин должны быть особые? Почему у вас все это должно гореть внутри? Почему вы вот так возбуждаетесь? Даже ваш этот гимн ненормальный. 18 раз вы слово ингушите там. У вас 18 раз. Один раз слово Аллах, и 18 раз вы слово ингушите повторяете в одном своем гимне. В нашем чеченском гимне только 2 раза, в начале и в конце. Во многих гимнах в Грузии, гимн Грузии, который вы восхваляете, ни разу не встречается слово Грузия. Гимн Азербайджана 6 раз оно встречается, если с припевом, как у вас, 12-18 раз, наверное, с припевом имеется в виду, 2 раза повторяет. И поэтому у вас, когда гимны, этот исторический блогер Даиф сравнил все гимны Кавказа, вы восхищаетесь им почему-то азербайджанским гимном. Вот гимны качают Черкесии 2 раза, гимн Дагестана 3 раза Дагестан повторяется. А у вас, простите, 18 раз. Это, конечно, нормально. Если вы 18 раз повторяете слово ингушеты, вы же про горы, у нас в нашем чеченском Библии, про Кавказские горы, какие-то вот эти, какие-то, то все очень с смыслом, да, там нет вот этой рок-песни, как у вас. Всегда орете, всегда возвышенный вот этот, ой, какой хороший гимн, там нет смысла. Вот проблема в том, что там нет смысла. Хотя так и написано, песня о горах. Вот опишите свои горы, опишите реки, там красивые склоны. У вас нет в этом гимне ничего. Это я, чеченец, который знаю ваш ингушский язык. Вот. Я могу это понять, конечно, азербайджанцы, грузины, и вы сами ингуши, конечно. Вот, конечно, будете писать самые-самые. Вот самый красивый гимн в Советском Союзе был гимн Чечен-Ингушетии. Самый красивый. Вот он, да, его все признавали. Хотя он был написан в 1934 году, когда вас включили состав нам Чечен-Ингушетии. Вот тогда, да, был красивый гимн. Дело даже не в этом, когда взрослые между собой разбираются, понять, зачем туда детей. Это не первый раз, тоже какой-то чемпионат России в вашем Ингушетии проходил. Вот детей в какой-то гимн исполняют дети. Но это красиво, очень красиво. И вместо того, чтобы национальных одежды, может, их не было, щита так много. И какой-то непонятная одежда, вот этот юных армейцев, что ли, вот вы исполняете этот гимн. Я не думаю, что в Чечне кто-то исполняет чеченский гимн, или в Дагестане, где дети вот так. Это сейчас я только один пример вам просто показал, где отец эксплуатирует своего сына вот, в пропагандистских целях. Мальчик, конечно, знает, чем он занят. Это ничего, вот эта одежда, дечки Пондур, вот он вышел бы, и даже вот на этом, если он, да, он же типа знаменитость у него, вот даже без слова, если он не умеет петь, без слова, вот если на этом дечке Пондур попел, вот любой человек вот понял бы, что это ингушский гимн. Нет, обязательно надо масштабы включать. Такой, сперва я-то никакого, они даже не об этом, что вот эти дети исполнили, это молодцы, это правильно, просто
Потому что после этого они исполнили гимн этой конной дивизии Ингушетии, вот тогда это, да, это они порядок. И знакомые мелодии, я не думаю, что это ингушские мелодии. Обесловно, но вот знакомые чеченские мелодии. Потом, любой чеченский танц, где-то что-то, вы украли, это наша музыка, это наши, сперва придирается к танцам эти ингуши, потом придирается к музыке. Ева Малсак, это она, наш композитор Ева Малсак. Вот. Честное слово, я просто не поленился, это один, это написала Ева Малсагова. 70, ну, она старушка сейчас, уже 70 сколько лет. Это 100% продукт Чечено-Ингушской ССР. Вот все у них. Там они учились, там они преподавали в Чечено-Ингушетии, это в городе Грозном. Там получали эти учебные степени, профессора, там, доктора наук. Они же... Они в Ингушетии, там всю жизнь находились в Ингушетии, оканчивали ингушские вузы, оканчивали Азрановский университет, академию, там тогда их ничего не было. Азран было село, только в 60-х годах она стала городом, и то из этих двух заводов, вот этот завод электрических инструментов и завод медицинских инструментов. Только два завода, из этого завода они стали городом. И то там ничего не было, все было в Грозном. И утверждать, что вот сейчас они любить, этот ингушский профессор, это ингушский композитор. Хорошо, я не поленился, пошел в Google Ева Малсагова, появилась всемирная сеть Google. 4 фотографии вышло 70 лет Евы Малсагова. И вышло вот это ВКонтакте, как это еще, какая-то сеть была. Ну, это какая-то херня какая-то, ничего там нет про это. Знаменитая ингушская Ева. Я свою фамилию, я знаю, что очень знаменитая фамилия, я бил туда 1 100 000 поисков. Вышло, даже мои фотографии вышли, даже все вышло. Я знаменитый, чем она. Вот, я ни одного, хотя я считаю себя писателем, я официально не издал ни одной книжечки, нигде официально не давал интервью. Я знаменитый, чем это Ева Малсагова, на 1 миллион раз. Вот 1 100 000 поисковики Гугла про меня. Но это я просто скажу, что я в ВКонтакте очень много сайтов, и 1000 песен, 1000 фильмов. Это я начинал там тоже, с Ютуба ушел, и у меня очень много групп. Вот в одном группе сейчас 45 тысяч подписчиков, вот эта группа. Одна почти 10 000, одна 4 000. Ну, везде мои фильмы, которые я, песни, вот это все везде закричено. Даже я когда как-то решил уехать в Чечню, там, из-за границы, сел в поезд, конечно, у меня была серьга на уши, я его снял, и там в моем купе оказалось 3 ФСБшники. Конечно, они придались ко мне, молодому парню. Просто им показалось, они заметили, что я серьгу с уха снял, они просто спросили, кто ты, а я сказал, что я чеченец, я же не могу сказать, что я русский. И они удивились, говорят, серьга, ты носишь серьгу, ухо, говорит. Я говорю, ношу. И ничего не сказали, говорят, а как тебя зовут? Вот и достали меня, и я просто посмотрел мой паспорт, и ВКонтакте били мое имя, фамилию. Они сами не били, один вот этот ФСБшник мое имя, фамилию отправил своей жене, она била Яндексе била, и там десятки тысяч пришло вот это сообщение. Она говорит, это, скорее всего, писатель или композитор, какой-то вот это. Там очень много песней и фильмов. Они спрашивают, а ты что, чем твой род? Я говорю, я,
не режиссер, а драматург. Я типа считаюсь. Я говорю, да, я вот творческим занимаюсь, творческой деятельностью. Вот такой был. Вот это знаменитая ингушская Ева Мансай, которая написала все эти танцы, любой чеченский там танец, это наш, это Ева Мансай. А кто такая Ева? Ничего. Там Life журнал, который частный блог. Вот оттуда вот этот фрагмент вышел, контакты что-то вышел, и вот вышло, что это, что за знаменитость ингушская. Вот это вот везде они вот так. Они просто она присвоила себе имя, я композитор, я вот это, и вот они, чтобы казалось это правдоподобно, вот пишут вот это, и пишет, это ингушская композиторша написала, что ваши музыки, женщины ваши, композиторши, писатели, этнологи, политологи, а ваши мужчины все стали хозяинами. Вот это мне непонятно, конечно. Я вот этот провокатор, я его заблокировал на своем сайте. Я скажу, я ему написал, да, ваша Ева Мансагова, вот у них вот так все. Потом это ингуш создал, Грузии создал сайт, чтобы грузины, вот эти кистинцы, пантиси, чтобы их выдворили. Вот ингуш это сделал. Создал сайт, и вот этот античеченский деятельность ведет, и туда включил десяток грузинов, оцениваются, они говорят, надо это спанкисить всех чеченцев, вот это ингуш, вот это братство, это братья ингуши, вот это только одна деятельность, у них везде они, везде ведут эту античеченскую деятельность, ненависть к чеченцам, злоба чеченцам. Мы одного ингуша в стенке этой Красной площади не поставили. Мы ничего не сделали. Вот я сейчас сомневаюсь, даже вот этот ингуш со мной постоянно рассказывал, как это осетины их там в 1992 году. Мне кажется, это неправда. Это они придумывают, эти сказочки. Я и верю, там, да, там пару трупов видели, но они говорят, что 900 чем-то человек их убили, там женщин мучили, истязали, но это кажется неправда, потому что если они сейчас на ровном месте на чеченцев такое придумывают, я стопроцентно уверен, что они против осетин это выдумывают, вот это все, байки, истории. Если это не было бы, это была бы правдой, они вот так не молчали бы в тряпочку, так быстро бы они забыли бы, так быстро бы это они простили бы. Ни одно слово про этих осетин нигде они не высказывают. Сейчас только почему-то решили по пограничному вот этот верхний Ларс, я не знаю где, там молодой парень ингуш избил осетинского старика, там потасовочка маленькая, вот они герои вот этого. В интернете, где их лицо не видно, писать гайсы про чеченцев и вот это избивать стариков. Вот герои. Вот они герои, вот этом они. Вот в этом они, я-то знаю, это вот, ничего страшного нет, пусть они это флагами спят на них, я не знаю, что они хотят, одежду что-то, пусть ходят там, мне пофиг, вот это, если это было бы, не касалось бы нам, это очень касается нам, потому что если они бы вот так в своем ингушете, на свой ингушский язык, внимание, культуру, флаги бы взвешивал в каждом дому, пусть как в Америке у них флаги были бы, я бы не против, но это же его вот этот пропагандистские вот эти методы, а потом этих детей, там они учат, вот этот, отец своего сына, вместо того, чтобы вот это почему-то решил, вот это себе бал сделать, вот взвесил флаги ингуша, и многие ингушам посмотрели. Интересно, сколько людей посмотрело, вот я сейчас посмотрю, интересно, ведь 6-4 тысячи человек посмотрело, сейчас давайте мы вот это, отец его, сейчас посмотрим комментарии. Орли Кавказа, Аланка, это понятно, молодцы ребята,
Дай Аллах, чтобы наши молодое и будущее поколение были такими же патриотичными. Яхила Алгайте, молодцы настоящие патриоты ингушского народа, Машалла далдук да дольшу догилгаш, беркате тяхи хильшун. На ингушском языке алят учится летать, это будущее Ингушетии ошибками. Им нести высоко подняв флаг Ингушетии, дай Аллах им счастья и удачи. Юнион Патриотов, вот это большими буквами, когда они пишут, это капслог, это нормально. Вот это нормально, супер видео, браво, молодцы, орлы. Вот это нормально. Когда капслог, это уже провокатор. Вот они любите вот это делать. Анзор, этот инструмент нужно держать на груди. Он специально сделан так, а не как русские балалайки. Молодцы, так держать. Просто я хочу вот я осетин, это не бодить? Это, сказать, ингуш пишет. Чеченцы пишут. Вот это Спартан, вот это. Вот этот вечер, вот тут вот этот человек, вот там написал про Еву Малсаг, вот этот провокатор, спартанец. Я его заблокировал, достал, вот видите, вот он везде, вот на моем одном видео я не успел выпустить, 36 вот этот комментарий. Вот этот очень такой. Вот он будет вот этот хлам, захламляет все. Вот видите, вот этот Спартан. Он десятки комментариев пишет под каждое видео. Вот у них нормально все.
Сейчас вы слушали песни грузинских детей. Это, видите, любовь к своей родине можно выразить даже простом обычном песне. И это нужно петь душой. Это родина, любовь к родине, любовь к матери. Вот чеченская песня Юсупа Алиева то же самое. Он про свою мать поет. Вот это индийский, вот этот Криш, этот герой фильма, тоже посвятил это гимн своей страны, Индии, хотя он англичанин, родился в Англии, но мать, отец индусы. И он посвятил матери. А вот ингушском исполнении оно, потому что рядом стоит еще гимн Дикой дивизии, вот много хлама вот этого ингушского, поэтому я сосредоточил внимание на этих ингушей, потому что просто я человек очень разносторонний, мне просто показалось странным вот это. Я много искал, я не просто так нашел один вот этот, я просто смотрел очень много вот этих роликов, не было вот это, нет вот этой вещи чисто грузинские. Даже у них в гимне нет ни одного слова в Грузии. Вот они вот своей культуре, своей национальной вот этой идентичности показывают, кто они такие. Молодцы. Даже не знаю, о чем они поют, но поют о светлом, о домашнем очаге, о тепле рук матери, о суровости взгляда отца. Кавказ есть Кавказ. Мы все разные. Мы находимся на этом уголке земли, родились. Не должно быть взаимных притязаний, не должно быть взаимных обвинений, не должно быть взаимной ненависти. Почему все мы, кавказские народы, нас 50 народов, чеченцы, осетины, кабардинцы, черкесы, карачайцы, балкарцы, адыги, кумыки, лездины, грузины, азербайджанцы, абхазы, татарско-баранцы, дардинцы. И все мы народы, вот это только два народа на Кавказе, вы ингуши, и это аварцы. Вот это. Вот никакой истории у вас не было обоих этих народов. Когда имам Шамил поднял восстание против злобы, ненависти, против несправедливости, все аварцы почти притихли. Там никто не участвовал. Это потом, как наибы пришли в Чечню, там их предали, и он, это Шамиль, имам Шамил, пришел в Чечню, чтобы его поддержали. Мы, чеченцы, поддержали его, 25 лет вели равную войну с царскими колонизаторами. Адыги то же самое вели. Мы молчим, эти адыги молчат. Кто это грузины, храбрые люди, молчат. Вот вы, ингуши, вот вы, аварцы, которые в горах. Вы, ингуши, тоже жили в горах, этих ущельях. Это аварцы, то же самое, этих горах, непонятно где. И у вас какие-то всплески национального вот это величия. Вы придумываете эту историю. И как самое, куда? Вы же не история грузин, вот это, на этих грузин смотрите, потому что они вас сразу поставят на место. Осетин вы боитесь, трясетесь, потому что они вам жару дали в 92 году. А как чеченцы, только вот русским тоже, старый край, вы не лезьте, никуда не лезьте, только притязания чеченца. В чем наша вина, я так и не понял, и не пойму, скорее всего, ваши уникальные ингушские души, не понять, конечно, они умом и не сердцем. Вот такое печальное вот это сравнение вот это. Почему нельзя в детстве вот это петь песни? Да, пусть поют, пусть танцуют. Это нет ничего такого. Почему это флаги ингушей везде там, везде вот это как называется,
рвались бесплатного. Никогда у вас не было своей национальное устройство, ничего вот это. Там эти сказочки про это Зязиков мы слышали. Вот историю, вот литературу, у вас язык, какой язык? Все чеченское было, вас в 1934 году туда присоединили, у них уже был алфавит. Все с чеченского переписывали, все это переделали. Плагиаты точно так же, эти песни, эти танцы. Вот, это наши, это нет, это не ваши, это чисто чеченские, вот эти стили. И оно же, они сегодня вот в войнах ансамблев сколько лет? Больше, чем в вашей Ингушетии. Так что зря вы стараетесь. Ева Мальсагова, она никто. Какой-то вот придумали себе. Я-то думаю, вот я вот честно слово, я не придираюсь, да, может быть, на великий композитор. Представляете, у меня в Гугле 1 миллион 100 тысяч поисковых, там 3-4 непонятных, живой журнал, что такое живой журнал, это личный блог, и ВКонтакте, Монтак, вот это, как это еще какая-то непонятная, Сердова газета, это какая-то вот херня, и все, и вот ваше величие. А я простой чеченский парень, на мой запрос 1 миллион 100 вышел. Я, конечно, вам эту свою фамилию не скажу, что вы от зависти не попадали там. Ну, вот такое. Вот такое братство, вот такая солидарность, вот такой кавказский дом у нас, очень разнообразный. И вот эти грузины, эти чеченцы, вот дух Кавказа, вот они, грузины, так как оно государство сохранило дух Кавказа, а вот чеченцы своей тяги свободы и зависимости, вот они придали этому Кавказскому дому свои очертания. И вот это, и другие народы, которые тоже боролись, тоже старались, очень много народа адыгских, это, кабардинских, вот это, все это народы, даже это Кабарда существовала, была какой-то большим вот это же история тоже. Нельзя вот про ингушей, я про этих аварцев никогда ничего не слышал. Только это Расул Гамзат, по-моему, аварский певец, и то под сомнение, скорее всего. Но говорят, он аварский, поверю на слово. Вот у вас ингушей вот этот Базоркин, Идрис Базоркин. И у этих дагестанцев, у вас писатель Идрис Базоркин, который никогда не жил в вашем Ингушетии, и жил в Северной Осетии. И вот этот Расул Гамзатов, вот два вот этих гордости ваши. Гордость, понятно, нет подвигов, нет истории, ничего, можно же промолчать тряпочку и сделать вид, что так, нет, мы такие кулаками на грудь, нет, мы тигры, мы орлы. Когда эти войны шли, вот орлов что-то не видно было. Они не парили высоко в горах, где-то они там в пещерах прятались, в кустах ждали хребеты, а потом как шакалы приползут и за добычей. Вот. Те это умрут равно в войне, там все освободилось, как шакалы приходите и добычу. Вот ваши подвиги, вот ваше геройство. Это не мы, это история. Вот так вас зафиксировала. Жалко, конечно, ваш народ, который идет пропасть. Пойдет, потому что больных людей у нас, мы тоже пропасть. Вот. И мы же эту пропасть проходили уже 2 раза. Даже 3 раза за свою жизнь. За нашу историческую жизнь. Вот вы, мужчины, 7-мильными шагами идет эта пропасть с улыбкой на лице и ненавистью к чеченцам. Вот
Ваш весь героизм, вот где ваш. Весь героизм, вот ваш. Покажите. Опровергните мои слова. Вот. Ткните мне листок, пачку бумаг, где ваши эти великие полководцы, где ваши эти имамы, где ваши эти, не знаю кто там. Покажите, киньте мне их лицо, скажите, смотри, вот они. Они эти фальшивые Евы Мальцаковы, которые чеченку эти в Грозном, там, не знаю, где там она. Карьеру начинает, они назране. Она не оканчивала Назранскую филармонию, как Юлия Антонова, как Иосиф Кобзон. Все в Грозном проходили. Даже это Андрей, как этот, не Андрей Миронов, как это еще был. Очень много. Вот Грозной филармонии знаменитостей российских. Они в Ингушетии. Странно даже. Вот это зачем это писать? Думают, мы идиоты, думают, мы неграмотные, мы, ой, там какой-то мальчик, они сперва подумали, что человек посмотрит в интернете, там 2 ссылки придут, и ему будет достаточно это. Нет, недостаточно. На мою ссылку пришло, на мое имя, фамилия, полностью я туда бил, 1 100 000 ссылок в Гугле, даже фотографии, даже все. Ваша Ева Мальцагова, 3-4 ссылки, лайв-журнал, газета «Сердалу» и ВКонтакте. Все, вся ваша вот эта деятельность вашего композитора. В Википедии даже не уж бывает в самом начале, есть Википедия, что-то вот то. А потом утверждает, что чеченская музыка – это ваша музыка. Потому что она сочинила некая Ева Мальцагова. Ева, не Ева, а Ева. Адам и Ева. Какие-то громкие у вас сейчас стали имена Авшева, Малсакова, Бузуртанов, Чабиева, какой-то в этот разброс вот этих осетинских, грузинских, я не знаю, те там имен, и чеченских тоже, дагестанских. Своих-то героев у вас мало. Вам нечем гордиться, поэтому вы лезете с Осетием. Хотите 24 часа всю жизнь на этих прайдах находились. Ждали, вот как кошуны, ждут вот это. Ждали вот это, и дабы как шакали там. Вот войны заканчивались, и все это пустующие земли, опустошившие землю вот этих воины, вот вы туда сажались. И вот ваши, и то она, 300 лет вы, вот результат ваш клочок земли, который даже стыдно называть республикой. И то она досталась от чеченцев, от осетин. Радуйтесь. Мы же это претензий к вам не имеем. Вот пусть живите, пусть они, сейчас это ваше, я признаю это. Но зачем лезть нам? Зачем нас провоцировать? Зачем портить нам жизнь? Мало того, что будете... И об этом я почему это говорю? Потому что когда снова посмотреть ролики с площадей, что-то там, какой-то брезгливый, какой-то глаза, вот неискренне это ваше. Неискренность, глаза. Я же не могу, Хасавюрт, чеченский город, там проживают чеченцы, это исконно чеченская земля. Нет, это сейчас она находится в составе Дагестана. Она в составе Дагестана. Я же не могу вот это утверждать, что вот, я это знаю, что оттуда выслали, тоже депортировали, вот это все. Но сейчас я знаю, что административное деление это Дагестан. И я буду знать, что... представь себе, наш чеченский парламент включил бы этот Хасавюртовский район в состав Чеченской республики до 2009 году.
Я что, должен был, кричать, или бегать по этим площадям, как наркоманы, проститутки, и кричать, вы отняли у нас землю. Нет, это она никогда не была в составе чеченской. Там после 44 года я же не могу утверждать это. Я не могу прикинуться идиотом, дурачком и на камере говорить, что это вы отнимаете наш кусок сердца. Это же ложь, это же неправда. Вот как это? Вот я Кистин живу в Грузии, Пантийских пещер, я же не могу утверждать, даже наш чеченский парламент включил бы это Пантиса состав Чечен-Ингушетии, Чеченской республики, не спрашивая грузин. Вот в документах это сделал бы. Это не знает, что она чеченская, она в составе Грузии. Точно так же, почему вы кусок территории Чеченской республики, который 150-200 лет находившийся в составе Чеченской округа, автономной области Чеченской республики, Чечен-Ингусская ССР, и Чечен-Ингусской республики, и Чеченской республики. Это после этого сколько это образований? 5 юридических образований. И вот оттуда просто включить состав. Почему-то вы пригородный район туда не включили. Почему? Вот это резон. Если мы могли включить просто одним росчерком пера, включить чеченский целый район Каланчевский состав Ингушетии, а почему вы не включили свой состав, свой пригородный район? Точно такой же? Нет. Вы в 2009 году согласились, это юридически подписали эту границу, вы с осетинами это урегулировали, им отдали свой район на все оставшиеся века. Точно так же, когда мы забрали свое, которое вы фальшиво сюда включили, и у вас это истерики, это паники, эти лица, я смотрю на ночью, что делать женщины ночью с мужиками на этой площади, вот это непонятно. Вот это непонятно. Это, разве это наших традиций? Наших вечером, пока день человек может находиться, вот вечером должен идти домой, должен кормить своих детей, за свои марда постарелых, марна за ними, да, им, вот это странно. 6-7, сколько дней они там находились на этой площади, вот эти женщины. Вот это меня удивило. Я не могу представить, что моя мать, да, я мог бы находиться на площади, но моя мать не. И свою сестру я не пустил бы. Почему у вас вот это... Да, у нас, когда в Ичкерии, это только то люди, которые религиозные, которые в каждом селе вот это ходят на эти, как зикр, вот это, бывают у нас еще мужские и женские группы. Вот эти женские группы, да, в Грозном они туда проходили, там, вот это было исторически, вот это было, вот это, историческим моментом. Тут у вас никакого момента нету, выдуманная вот эта проблема, истерики ваши, и вот это очень странные вещи. Я удивлен вами, честное слово, у меня удивления нет предела. Я даже не могу подбирать слова, как можно вот так себя вести, как можно вот так поддаваться этим провокатам. У вас же много больных людей, вы что, весь народ должен за ними как стадо баранов идти? У вас что, у вас нет, вот, площадь приходит, вот старики, мужчины, у вас что, вы в школах не учились? Вы карты в руки не брали? Вы что... Как это, вот это меня, я не могу понять вот этих ингушей, почему, и никогда не пойму их, и никогда их не признаю своими братьями, потому что вот подлость, это же подлость, вот, знаешь, что это и твое, и вот основание, причину найти, вместо того, чтобы вот это, сказать, ингушей, осетины, вот это не надо, или зачем это придумывать? Вот проблемы нет, и вот вы вот это. Кажется, это продолжение будет, хэппи-энда будем ждать. Запасаемся попкорном, дорогие товарищи. Ингуши себе показывают, я очень много вещей знаю сейчас, хорошо, я разобрался в тонкости ингушской политики,
том, что национальная идентичность ингушей, вот, я сомневаюсь, что они войнахский народ. Вот как базбисты, вот они такие, непонятно кто, вот они, да. Микс рано с носорогом. Не понять, чеченцев, грузин, осетин, русских, там все смешалось, по-моему, потому что нормальный, приличный человек так себя вести не может. Есть рамки дозволенного. Ты не имеешь права, вот это, революции не было тогда, вот это, как это, на ровном месте скачут, вот это удивляет меня. Потому что я перевозбудился, я посмотрел эту роль, и я посмотрел это другими глазами. Не как раньше, с сочувствием, там, не знаю, я их могу понять. Мы даже ошибочно, они, вот, я-то знаю, что это не их земля, но вот им показалось, что их обделили. Ну как это, вот я в Веденском районе нахожусь, и нам включили бы даже село рядом, та же самая Чеченская республика, Азиертовского района, село к нам бы присоединили. У нас 30 населенных пунктов. И к нам бы присоединили бы село с Наджаертовского района. Я что, не знал бы, что 31 село, это село Наджаертовского района, или Шалинского района, тоже соседний, Веденский, Шалинский соседний. И там село Стержень-Юрт, оно большое село, но оно находится на границе Веденского района и Шалинского района. Если всего 100 лет оно находилось в Шалинском районе, и вдруг в 2009 году это село присоединили к Веденскому району, я что, знал бы, что это Стержень-Юрт, это Шалинский район? Знал бы. А почему ингуши в своих границах, они знают, сколько у них, 46 населенных пунктов, и вот это сколько земли, сколько районов, все они знают. Вот какой-то огромный участок земли присоединили себя одностороннем порядке. Что они знают это? Вот это интересно. Ну, скорее всего, вот у них вот это и есть, скорее всего, они считают, что вся Чечня ихняя, и вот с чеченцами можно все что угодно. Вот с осетинами, да, с грузинами, с русскими мы будем, с дагестанцами, как положено. Вот с чеченцами, да, можно разбрасываться, и можно вот это, потому что всегда можно сказать, какой-то чеченец танцует, а это ингушский танец, там же нет границ, это войнавский один род. И какая-то прозвучала песня, это ингушская песня, это не чеченская песня. Какая-то башня, вот там тоже это башня, на фоне ингушских башен азрановской музыки. Вот это какой-то был вот этого провокатор, вот это. И вот таких людей у вас, ингушей, это очень много. Они в Европу сюда приехали все. И там у вас эти сидят за счет других и вот это строчат. Я рад, я рад, что вы Республика Ингушетия. Никогда, вот я не знаю, что будет, если я буду находиться в Чечне и вдруг придумать вас присоединить к нам, я не знаю, что я сделаю, но какие-то реакции будут. Тут я не могу ничего сказать, но многие чеченцы возьмут, некоторые обрадуют, снова ингуши к нам, бедные наши несчастные родственники. Они несчастные, они и родственники, и даже и не братья. Пусть живут себе. Вот как бальбийцы, грузии, пусть ингуши живут в своей ингушской республике и ногой к нам на нашей земле не вступают. Они добровольно, не цветами в руках. Вот нам не нужны это лицемерие. Ваше лицемерие нам, а не к лицу. И живите дальше. Вот я небольшой вот экскурс. И чеченская, и ингушская, и грузинская, и индийская песня. Вот понять, где находится грань между вот этой, как это называется, между пропагандой и патриотизмом. Вот грань очень большая. Ингуши это пропаганда, у всех остальных народов это патриотизм. С вами был одинокий Джейсон из славного прекрасного города
из Западной Европы. Я приехал из Америки, вот решил первый ролик снять, но он очень трудный ролик. Я-то знаю, я-то могу объяснить. Вот я себе, вот вам сложно объяснить, потому что там нужно много чего сказать. Там, вот я не хочу раскрывать свои карты. Просто надо готовиться в финальном завершении. Я надеюсь, к Новому году я завершу ингушскую балладу, и все, буду жить своей жизнью. Мне будет пофиг, что с ними будет происходить. Пусть живут 1000 лет, пусть процветает, пусть радуются жизни. Но это не мой просвет, не мои радости. Вот мы разные народы. Пусть они живут отдельно, мы живем отдельно. И слава Богу, и слава Богу. Вот этому я рад очень сильно. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.